Так, у вас там появилась эта строчечка, да, нажимаем ОК, чтобы она вам не мешала смотреть на экран. На самом деле сегодня ничего такого сложного, да, про новости мы уже рассказали, поняли плюс-минус, да, кто каких результатов достиг. Я могу сказать, что на наших занятиях тоже есть прогресс. У тех, кто ходит и делает, прогресс есть. У тех, кто не ходит и не делает, мне сложно оценить прогресс, потому что я ничего не слышу, ничего не могу оценить. Поэтому здесь отдельный будет разговор для тех, кто не ходит и не делает. Ну хорошо, если хотя бы смотрит наши занятия. Сегодня продолжаем разговор про вопросительные слова. Мы с вами уже разобрались, какие они бывают. Отдельно про вопросительные слова для прилагательных мы поговорили, увидели, как меняется их окончание по падежам. То есть у нас с вами есть словосочетание. Существительное, всякие лезут тут. Существительное плюс прилагательное. И какое существительное? Вот точно такое же будет прилагательное. То есть не бывает вот так, не бывает вот так. Бывает только вот так, вместе. Потому что это словосочетание. И если этих прилагательных 3, 5, 10, и все они относятся к одному и тому же существительному, то они все будут одинаковые, да, все. Если lietvārds mums ir nominatīvā, tad visi īpašības vārdi arī būs nominatīvā. Ja lietvārds ir akuzatīvā, tad visi pārējie būs arī akuzatīvā. Tā. Ну, ir saprotams. Это понятно, по-моему, это вполне очевидно. Но у существительного свои правила изменения окончаний по прилагательным. Там есть 6, по прилагательным, по падежам. Там есть 6 склонений, и в каждом склонении есть свои какие-то фишки. Мы про эти фишки уже очень много и очень давно говорим. Я думаю, что мы их уже должны были, по идее, все настолько запомнить, что, мама, не горюй. Единственное, что может вызвать у нас какие-то вопросы, это шестое склонение, и особенно женский род множественное число, genitives, там, где идет чередование согласных перед окончанием. Sie, you, go, you, so, shoe, да, и так далее. То есть вот эти вот чередования согласных перед окончанием. Но там работает все по тому же принципу, что и genitives vīriešu dzimtē viens skaitlis otrajā деклinācijā. То есть чередование согласных перед окончанием. Формула точно такая же. Как чередуются, какие на какие, вы тоже знаете. И вот сюрприз. Единственным вашим домашним заданием на каникулы будет посмотреть видео, там минут 7, по-моему. Я думаю, что справитесь, да, за каникулы. Посмотреть видео про чередование согласных. То есть оттуда выбрать вот эту формулу, какая согласная на какую чередуется. У существительных это будет вот шестое склонение genitīvs daudzskaitlī. Или otrā deklinācija vīriešu dzimtē vienskaitli ģenitīvā. Otrā deklinācija visos locījumos daudzskaitlī. Да, там тоже будет чередование перед окончанием. Потом пiektajā deklinācijā dažie vārdi un dažie līdzskaņi, да, только некоторые слова и только некоторые согласные в пятом склонении, да, но только во множественном числе. То есть какие-то свои маленькие фишечки, маленькие правила, какие именно согласные перед окончанием в каком случае чередуются. У прилагательных свои будут приколы, назовем их так. Там где-то в суффиксах будут тоже чередоваться у нас согласные. С на ш, т на ш, к на ц, да, тоже будут чередоваться. То есть для каждой части речи еще будут свои какие-то правила. Но самое главное, что вы должны понимать, какая согласная на какую чередуется, если это надо. То есть видео будет в принципе о том, как в существительных чередуются согласные. Когда надо. Это не значит, что всегда и все перед окончанием. Тогда там такая будет каша, что кошмар какой-то. Просто чтобы вы запомнили, что вот согласная «к», когда нужно, чередуется на «ц». Но когда не нужно, она остается «к», и вы об этом знаете, да? Вот он «цилва кс». Мы же не будем говорить «цилва ци», потому что перед окончанием «к» должна чередоваться на «ц». Конечно, нет. Но там, где нужно, вот там мы будем знать, что вместо «к» будет именно «ц». Там идет вот это «лиицканюмия», то есть чередование согласных. Поэтому маленькое видео на 7 минут, я думаю, не затруднит вас посмотреть в течение каникул, с учетом того, что мы с вами не видимся 2 недели, вот начиная с сегодняшнего дня, и 2 недели, и плюс еще третья неделя,
на которую я вам дам задание просто почитать. То есть со мной вы не увидитесь 3 недели. В школу пойдете раньше, чем со мной встретимся. Так, шурейс. В этот раз у нас самое простое задание. У нас будет на экране картинка, и наша задачка накидать на нее как можно больше вопросов. Вопросы по картинке. Единственная загвоздка, заковырка в этой истории о том, что вопросы должны быть длинные, красивые, по возможности сложно подчиненными предложениями. Ну, вдруг так получится, это тоже будет классно, да? То есть это такой достаточно важный момент. Делюсь с вами экраном. Ставлю на экран картинку. Новогодняя тема, потому что близится Новый год. Когда наше воображение иссякнет, я поменяю картинку, не переживайте. Но 2 картинки нам сегодня точно нужно с вами обработать, да. Если успеем раньше, чем закончится занятие, значит, будем заканчивать раньше. Если не успеем, значит, не успеем. Ну, тут, первая картинка. Разные вопросительные слова. Не впихивайте только одно. Кас, кас, кас. Или там цик, цик, цик. Нет, одно использовали, все, заблокировали. Берем другое. Использовать одно и то же слово в разных падежах можно, но одинаково нельзя. Лучше думаем. Думаем. У кого есть идея, просто включаем звук и вперед. Cik cilvēki ir attēlota šajā atbildē? Можно так сказать, нет? Что такое ателота? Не знаю, изображено. Нет. Cik cilvēki, значит, ir attēloti, но они же cilvēki. Šajā attēlā или bildē, да, на этой картинке. Ну просто, cik cilvēki ir bildē? Сколько людей на картинке? Самый первый вопрос, который лезет и цепляется, он самый простой. Cik cilvēki ir bildē? Да, хорошо, это не сложно там сочиненное всякое предложение, обыкновенное, простое, но оно тоже имеет место быть. Cik cilvēki ir bildē? Мы можем ответить на этот вопрос? Protams. Ну, как? Vai cilvēki ir attēli? Вот, полным предложением мы отвечаем. То есть у нас есть вопросительное слово цик, и мы на него четко отвечаем вот цик, да, ir nominatīva. Deviņi cilvēki ir attēlā. Супер. Думаем, kāds vēl jautājums var būt? Какой еще может быть вопрос? Вот прям вот про все, даже про самую маленькую деталь. Nu, Nesaprotu? man ir jautājums. Давай. Margarita, kā tu domā, kas tas ir? Так, что ты пропал? Маргарита, kā tu domā? Kas ir? Kur? Vispār? Jā, Ну, странный Tas вопрос. ir bilde. Да, начнем с Tā этого. ir bilde. Tā ir bilde. Vai tas ir attēls, тоже может быть. jā. Ну, такой. И так понятно, что это картинка. Ну, Nu, как бы как jautājums. вопрос составлен хорошо, причем с красивым началом. Маргарита, kā tu domā? Все, отлично. Принимаем, хорошо. Простенько, но со вкусом. Приняли. Lūdzu, ir uzdot jautājumu, un es uzdodu. Вань, давай чуть-чуть как-то непонятно ничего. Mhm. М. Lūdzu, ir uzdot jautājumu, un es uzdodu. Es uzdevu, labi, uzdevums ir uzdot jautājumu. Jā, bet uzdevumā arī ir, nu, tā kā liels, skaists jautājums, un mēs измантуем dažādus jautājumu вардus, да, используем разные вопросительные слова. Ну, хорошо, использовали cik, использовали kas, labi. Vai varbūt tāds jautājums, kuram cilvēkam šajā bildē ir viskaistākās drēbes? Nu jā.
Ну я. Уже вроде как и длинная формулировка, да, и красиво мы туда добавили, да, вот это шая билде. Курам cilvēkam у нас есть вопросительное слово курш, которое поменяло свой падеж. То есть давайте попробуем вот сейчас найти какие-нибудь моменты, где любое выбранное нами вопросительное слово, но скорее всего это будет либо кадс, либо курш, да, будет менять свой род, либо свой падеж. Вот давайте попробуем что-нибудь найти. М. Ivans tavuprāt, kura bilde ir viskaistākā? Nu, scenas bilde. Kura glezna vai bilde? Nu jā, kāpēc ne? Nu, es nezinu, nu, otrā. Otrā ar ziediem, например. Vai, nu tur Jā, visur ir ziedi, tam везде ziedi. nu jā. Otrā ar ziediem, točno. Es paskatījos tikai uz to lielāko ar ziediem. Bet pēc tam, tajos trijos arī ir ziedi, kaut kādas šausmas. Tā, labi. Vai mēs varam uzdot tādu jautājumu? Kurš zina, тоже, кстати, вопросительное слово, vai kurš var atbildēt? Кто из вас может ответить? Kas par svētkiem ir šajā bildē? Ziemassvētki. Ir Ziemassvētки. И вот здесь такая интересная разница между вопросительным словом, вроде бы «kas», да? Но оно используется по-другому. Что за праздник? Kas par svētkiem? И на «kas» мы отвечаем номинатива. Ir Ziemassvētki. То есть все правильно, да? И у нас не возникает никакого вопроса, что это «kas par svētkiem», что про праздник. Нет, что за праздник, да? Vai kādi svētki ir šajā attēlā? Вот уже не kas, а kādi. Ну, давай, Ваня, что еще? Man ir jautājums, nu, es nezinu, latviski, kā būs. Ну, saki krieviski. А, Маргарика, не думаешь ли ты, что на картинке есть два приемных ребенка? О, как интересно. Ну, они не похожи, ну, Kāpēc? вон, Логли Ну, Хабак, капец, ну, который и Хамелева. Мне Хлика вообще не похожи. а ты Это сам как будто брать paskaties. сестрой. Ладно, там книга мальчика еще, Viņi ir понятно. А вот это tiešām, вот, paskaties, izskatās tā, ka viņi ir tā kā pieņemtie. Vispār man liekas, ka šī meitene ar sarkaniem matiem, viņa ir līdzīgā mātei, jo mātei arī ir sarkanie mati, Mhm. bet viņai acis ir kā tētim, zilā krāsā. Nu, man liekas, ka tā. Pēc tam а, tā otrā meitene, kurai ir, nu, kaut kas dzeltens tur rokās, tumši mati viņai ir. Viņa ir ļoti līdzīga vectētim. jā, It kā. Tā blondīne ir līdzīga vecmāmiņai. Vai nav tā? jā. Mm. Un tie divi nav saprotams, kā viņi ir līdzīgi, vai ne? Tad ir labs Опа, jautājums. Nu, kas ir? а их нафиг про тут Ахергенского это на это Крейса. Uz Слушай, dīvāna? я, Nu, paskaties, viņai taču ir bantīte. bet Bet этот, лицо у нее какое-то странное. seja ir dīvaina. Nu, tāda meitene. Viņa ļoti dīvaina. Nevienam nav līdzīgā meitene. Nu, jā, izskatās tā, ka mēs nevaram saprast, vai tie bērni nav pieņemtie ģimenē. Nu, bet kāpēc ne? А почему нет? Bet paskatieties uz suņiem. Маргарита, vai tev neliekas, вот как ты хотел, да, Ваня, спросить, а тебе не кажется, да, Margarita, vai tev neliekas, ka šīs brūnais suns, brūns ar balto, viņš nedaudz ir līdzīgs vai nu vecmāmiņai, vai nu vectētim. Nu, Un ir, varbūt, kāpēc ne? un ir vairāk līdzīgs nekā tie divi interesantie bērni. Varbūt. Un tas otrais suns, viņš arī ir tā kā līdzīgs visai ģimenei. Bet tie divi bērni tiešām, Ivans, ir ļoti dīvaini. Nu, bet kāpēc ne? Почему бы и нет? Nu, vai viņi nevar būt arī pieņemtie?
Они же разве не могут быть приемные? Почему нет? Ir labi cilvēki, laba lielā ģimene, un viņi jau pieņem bērnus. Ну, labi, labs jautājums. Хороший вопрос. И, кстати, Ваня использовал в таком случае вопросительное слово «vai». Vai tev neliekas? Да, тоже может быть. Почему нет? Vai это тоже вопросительное слово. Nu, ko vēl varam pajautāt? Man ir tikai vienkārši jautājumi galvā. Давай. Kas tur ir zem eglīte? Zem eglītes. Protams. Да, Ну zem. да, вон Tur ir явно, да, да. dāvanas. А вот если мы с вами посмотрим на эти подарки, мы же можем про них позадавать вопросы. Kam ir visas šīs dāvanas? Kam вопросительное слово? Да, kā tu domā? Да, как ты думаешь? Я, например, могу обратиться. Иванс, kā tu domā? Kam ir visas šīs skaistās dāvanas? Ну, бērniem. Bērniem ответили на вопрос «кам». Из этого вопроса я могу сделать сложно подчиненное предложение. Например, даже если я не говорю «Иванс, kā tu domā?» vai «Маргарита, vai tev neliekas?», я могу эту часть отставить, да, просто вопрос без адреса. Kam pieder visi tie, visas tās skaistas dāvanas, komats, kas stāv zem eglītes? Вот вам сложно подчиненное предложение. Кому прилагаются, да, принадлежат эти красивые подарки, запятая, которые стоят под елкой? Вот вам сложно подчиненное предложение. Kā jūs domājat, kurš aprotāja skaisto eglīti, kura stāv pie loga? Kurš aprotāja eglīti? Kas nozīmē aprotājā? Украсил. Nu, varbūt bērni arī. Varbūt bērni, varbūt kopā ar mammu, varbūt arī vecmāmiņa palīdzēja. И вот все, что вы даете ответом на этот вопрос, это все может быть описанием картинки. То есть к чему вообще это задание, да, к чему я поставила перед нами сегодня такую задачу, задать вопросы к этой картинке. Это ключ к тому, как ее описывать. Вот как можно больше вы накидаете себе самому вопросов про эту картинку. Сколько детей? О, а может эти два приемные? А на кого похожи собаки? А где, в каком месте стоит елка? Что под елком? Кому принадлежит то, что под елкой? Что там прячется за елкой? Какое время года? Может быть, мы знаем какую-то дату, да? Ну, может, это правда 31 декабря. Но вроде они не сильно нарядные, поэтому может быть и другое какое-то число, да. Потом вот про эти картины, про этот камин, вообще, что это за комната, выглядит как гостиная. И отвечая на все эти вопросы, мы с вами и выстраиваем вот это описание. То есть, когда я говорю «Bildē es redzu ģimeni», я отвечаю на вопрос «Ko Круто. tu redzi bildē?» Что, Вань? Зину kāpēc divas bērnas, Divi bērni. divi bērni nepохожи. Nav līdzīgi. Kāpēc? Логически pateikšu krieviski. Nu, saki. Нету ни одного ребенка с синими волосами, а только папа с синими волосами. Ну, папа... Возможно, отец изменял жене. И... Отец изменял жене или наоборот? Не отец же их рожал. Varbūt ar gadiem kaut kas Tā. samainīts. Jā, es arī tā domаю, ka var mainīties gados. Точно, точно. Папа просто уже седой, у него 5 детей. Что вы хотите? У папы уже волосы. Хорошо, не лысый. Потому что папа уже все, у него 5 детей. Причем, посмотрите внимательно, мне кажется, что все 5 девочки. Man liekas, ka visas 5. Aha, Нет, который возле собак, это мальчик. Kāpēc? Viņai ir Kāpēc? bantīte. Jā. Viņai ir rozā krāsā bantīte. Re, kur ir karote. Skaties. Но она какая-то слишком толстая для девочек. Re, kur ir karote rokā. Un pie karotes ir rozā krāsā bantīte.
Tā, А, tā pati kā tai maziņai, такая же, как у маленькой. Tā pati. жалко мужика. Vo, un es arī pateicu, ka man бедīgs, бедняга, бедīgs. Так, возвращаемся, да, туда, где про наши вопросы. То есть, когда я начинаю описывать картинку, первый же вопрос, на который я отвечаю, ko es redzu bildē? Jautājumi vārds ko, да, и я на него отвечаю, bildē es redzu ģimeni. Следующий вопрос, kur viņi atrodas? Ģimene ir viesistabā. Kāpēc es zinu, ka tā ir viesistabā? Значит, я такая отвечаю, man liekas, ka šī ir viesistaba, jo tur atrodas kamīns, stāvlampas, lielais divāns, skaists paklājs, un arī blakus stāv Ziemassvētku eglīte. Man liekas, ka viesistabā ir vairāk piemērotā eglītei. То есть вот оно красивое предложение, когда мы отвечаем просто на вопрос, kur atrodas, kas ir šajā istabā, kāpēc es domāju, ka tā ir viesistaba. Da? Потом, kas stāv pie divāna vai kuri cilvēki stāv. Aiz divāna ir vecāki un vecvecāki. Kā viņi izskatās? Я себе задаю в голове вопрос, как они выглядят? Отвечаю на вопрос. Mammai ir skaisti sarkanie mati un skaistā kleita. Tētim ir, viņš ir nabags. Paldies, ka nav pliks. Viņam ir 5 bērni, 5 meitenes. Tētim ir tur kaut kādi, nezinu, melni mati, ja, vai tur zilie mati, kā Ivans pateica. Blakus tētim stāv vectētis, un blakus viņām ir vecmāmiņa. Mēs nevaram zināt, kā vecāки viņi ir. Мы не можем знать, чьи они родители, да, то есть или мамины, или папины. Опять я ответила на вопрос, kā vecāki ir vectētis un vecmāma. То есть все вопросительные слова– это ключи для нас с вами, чтобы мы могли построить красивое описание. Cik bērni ir ģimenē? Ģimenē ir 5 bērni. Kādi ir tie bērni? Visas meitenes, jo, и сразу отвечаем. Vienai ir bizītes, otrai ir gari mati, trešai arī ir kaut kāda meiteņu frizūra. Meitene uz grīdas ir bantīte, un vismazākai meitenei arī ir bantīte. Nabadzīņš tētis, viņam ir 5 meitenes un vēl 6. sieva. Un kam ir dāvanas? Zem eglītes stāv dāvanas. Man liekas, bērniem. Vēl tur ir maiss ar dāvanām. Aiz eglītes paslēpjas sniega vīrs, bet man liekas, viņš ir ārā. Un тур ārā ir снег. То есть все то, что мы говорим про эту картинку, все наше описание, это построение на ответах на вопросы. То есть я внутри задаю себе вопрос, какое там время года, kāds ir gadījums? Man liekas, tur ir ziema. Да, как выглядят люди? Опять, kā izskatās cilvēki? И я начинаю их описывать, как они выглядят. Kāda atmosfēra ir? Jaungada atmosfēra vai Ziemassvētku atmosfēra? Камīns deg, tur ir uguns камīna. Gleznas ir uz sienas, ja? Могли быть фотографии, да, tur ir kaut kādas gleznas. То есть все, что я говорю по описанию картинки, это все ответы на разные вопросительные слова. Поэтому так важно, да, поэтому нас всегда учат, и в школе нас учат, что вот постройте, сделайте описание картинки. В простом описании картинки скрыто очень много разных заданий. Здесь проверяют и связность вашей речи, и возможность построить сложно подчиненные предложения или простые предложения, правильность использования вот этих всех падежей, окончаний и так далее. Умеете ли вы согласовывать прилагательное с существительным, местоимение с существительным, вот эту вот всю историю, да? То есть это все и есть вот это «опиши картинку». Поэтому периодически мы с вами возвращаемся к темам описания картинок, именно из-за того, что мы вот прошли что-то немножечко, да, с вами пообсуждали, как это работает, и теперь используем это в описании. Теперь вы знаете еще одну маленькую фишку. Задавайте себе в голове вопросы, и отвечая на них, вы построите красивое описание. Будьте последовательны в своем описании. Не прыгайте от одного угла картинки в другой. Старайтесь как-то охватить сначала глобально, потом крупные детали, и потом какие-то мелкие детали. Потом es domāju un man liekas. Тогда описание будет
ну, красивым, да, таким очень четко построен. Хорошо, вторую картинку брать, конечно же, мы не будем, у нас там 2 минутки остается, поэтому я вас со спокойной душой сегодня буду отпускать, ja? Tad es jums novēlu daudz laimes jaunajā gadā, priecīgus Ziemassvētkus jums, labas atzīmes jaunajā mācību pusgadā. Lai jums prieks, lai jums miers ģimenē, lai jums veselība, lai jums, это пусть у вас будет, ja? Tad lai jums daudz veselību un priecīgus Ziemassvētkus. Tiekamies jaunajā gadā. Visu labu! Uz redzēšanos! Paldies, visu labu! Играй,